Адамдық диқаншысы қырға шықтым. Көл жоқ, көгалы жоқ, қорға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, көңілін көтеруге құл халықтың. Арыстар құрметі пайдаланушылар. Ахмет Байтұрсынұлының осы өлең жолдары оның бүкіл өмірінің эпиграфы іспеттес. Ол ақын, жазушы, аудармашы, публицист, қоғам қайраткері, ағартушы, этнограф, фольклорист, түркітанушы, әдебиетші, тілші, ғалым. Оны бүкіл еңбегінің мәні бір сөзге сыйғызып айтар болсақ, ол бәс әріппен жазылған ұстаз, халық ұстазы. Биыл қазақ тіл білімінің негізін салушы, халқын маса боп шағып, оятып, оқу білімге шақырған қоғам қайраткері, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толып отыр. Ахмет Байтурсынов – известный казахский ученый, переводчик, крупный государственный и общественный деятель. Именно он реформировал казахскую письменность в начале 20 века, после чего ею могли пользоваться миллионы людей. В 1912 году он провел целую революцию, убрав все арабские буквы, которые не использовались в казахском языке, и добавив вместо них уникальные символы. Новый алфавит и сегодня используется казахами по всему миру. Ахмет Байтурсынов родился в урочище Сартыбек в 1872 году. Оно расположено в Тургайской области. Грамоту освоил у местных мул, а начальное образование получил в русско-казахском училище, после чего поступил в учительскую школу в Оренбурге. До 1909 года преподавал в волостных училищах. Когда работал в Кустанайском уезде, жил у лесника. Полюбила его дочь Александра. Вскоре они поженились по мусульманскому обычаю. Жена Ахмета Байтурсынова сменила не только фамилию, но и имя. Молодые супруги переехали в Кустанай, где Ахмет Байтурсынов преподавал в русско-казахской школе. Затем перебрались в Омск, после в Каркаролинск. Детей у них не было. С 1905 года начинается активно увлекаться политическими процессами в стране. Впервые попал в тюрьму в 1907 году. Ахмет Байтурсынов был обвинен в критике царской администрации. Через 2 года оказался в тюрьме Семипалатинской. Провел там 8 месяцев, хоть и был заключен без суда. В его политической риторике все яснее прослеживалась идея независимого Казахстана. С 1913 года вместе с соратниками выпускается в Оренбурге газета «Казак». Именно в ней формирует свои основные идеи. В работе над изданием ему помогает Алихан Бакейханов, бывший депутат Первой Государственной Думы, а также популярный писатель и поэт Миржак Абдулатов. Газета «Казак» выпускалась Байтурсыновым до 1918 года. Все это время она была ключевым общественно-политическим казахским изданием. Целых 5 лет казахское общество имело возможность излагать свои идеи и рассуждать по насущным вопросам. В 1917 году Ахмет Байтурсынов принял участие в создании казахской партии «Алаш». Она была учреждена в Оренбурге. В 1929 году советская власть припомнила Байтурсынову его националистическую деятельность. Он был арестован, а сидел в тюрьме НКВД. Затем был выслан в Архангельскую область. Его супруга и приемная дочь по имени Шалпан отправились в Омск. Семья на несколько лет была насильно разделена. Супруги не виделись между собой. Ахмет не знал о судьбе своего приемного ребенка, которого не женой взяли на воспитание. В 1934 году важную роль в биографии Ахмета Байтурсынова сыграла Екатерина Пешкова, супруга Максима Горького. В то время она работала в комиссии Красного Креста. Благодаря ее ходатайству Байтурсынова освободили. Он воссоединился с семьей. Вместе уже с 3 приемными детьми приехал в Алма-Ату и до конца жизни жил в доме, который позже получил статус дома-музея. В 1937 году Ахмет Байтурсынов был снова арестован. Он попал под машину большого террора, свирепствовавшую в те годы в Советском Союзе. Как представитель национальных интересов казахского народа он оказался в поле зрения спецслужб. И через 2 месяца его расстреляли по приговору тройки НКВД как врага народа. Официально казахский писатель был амнистирован только в 1988 году. Большой вклад Ахмет Байтурсынов внес в развитие казахской литературы, подтверждая свою идею, что только народ, имеющий собственную письменность и литературу, может претендовать на самостоятельность. Чрезмерно популярны были сборники «40 басен» и «Масан», которые вошли в его самые известные басни. Сборники выходили в 1909 году и в 1911 годах. Также он провел большую работу по коллекционированию и изданию образцов казахского устного народного творчества.